Я как-то на днях вернулся к теме наших поговорок. Я делал их на татарском языке раньше, до этого, а на днях решил как-то по-русски пытаться передать их содержание. Это, в общем-то, не просто, учитывая то, что, во-первых, при переводе страдает все. Если перевод очень хороший, то, как правило, бывает, эти поговорки вживаются в другой язык, и потом, как что с воза упало, не вырубишь топором. Одессит брат как-то мне познакомил с кучей своего рода вот таких вот, как сказать, как их называют, сплетений, в общем, разных поговорок. Есть же там, что с воза упало, не вырубишь топором. Значит, что написано пером, не вырубишь топором, что с воза упало, то пропало. И вот, значит, переделали поговорку, что с воза упало, то не вырубишь топором. Так вот, когда поговорка, она благозвучна в переводе, она быстро расходится среди другого народа, и потом уже трудно доказать, что это из твоего народа вышла поговорка. Поэтому, когда она даже вот неудобно, как сказать, неудобно для перевода, то плюсы есть. А потом еще второе что-то из трудностей, что я хотел назвать, так это, значит, вот люди идут навстречу, некоторые не любят, когда снимаешь их там, отвлекают они меня, и я их нервирую. И второе, немаловажное обстоятельство, то, что поговорки наши грубоваты, и на татарском-то, когда скажешь, ну там еще как-то поймут, а при переводе скажут «фу». Но эти вот «фу», кстати, помимо тех, что в книгах встречались, я вот татарской поговорки листал там все, я их не видел. Но на них нас воспитывали родители, зачастую с теми, скажем так, с печатными поговорками и непечатными. Вот эти вот родители наши на них воспитывали и произносили. Но когда надо, их не вспомнишь. А вот я сижу как-то случайно, раз о чем-то подумал, раз в памяти всплыла очередная поговорка. Вот до этого я делал видео, сюжет, и сообщил о том, что вот говорили кшетчте. Чханда. Да что ты будешь делать? Сплошь люди здесь. Тышханда. Кут кирак, тышмаганда не кирак. Дескать, когда идешь по нужде большой, нужна задница, а когда нужды нет, то что нужно? Ну, кто-то не поймет совершенно к чему. На татарском поймут. Значит, когда приперло, ты об этом начинаешь беспокоиться. Ну, всегда так было. Там, куда ты идешь на улицу, ищешь варежки срочные, не можешь найти что-то еще там, рубашку куда-то надо идти не постирано. И мама всегда, она никогда назиданий не делала, там, нудных таких, всегда просто вспоминала очередную поговорку коротко, и все, и припечатывал нас этим. Так вот, сегодня или вчера, наверное, сидел я на бумажке, 3 еще поговорки вспомнил. Иногда вот самую грубую вспомнил. Когда пишешь в социальных сетях, кто-нибудь, ну, мотивы совершенно разные, не обязательно, что там ты мог это написать, текст не совсем мастерски, от души написал, и все зависит от того, как люди воспримут. И кто-то сидит вот из своих соплеменников, кстати, в их адрес неоднократно я высказывался, критично говорил, писал: я приехал с тех мест, я вырос среди казахов, среди русских, там, обрусевшей мордвы, обрусевших украинцев. Вы должны восхищаться хотя бы тем, что мы там сохранили свой язык. А меня воспринимают как какого-то выпускника чисто филологического татарского какого-то факультета в университете. И кто-то всегда норовит какую-то гадость вставить тебе там в виде комментария. Ну, это на фоне многих хороших комментариев как-то выглядит немного, как, знаете, говорят,
ложка дегтя, бочку меда. Вот так вот. И что мне остается? Я вспоминаю мамину поговорку «Кутька салам боккебек». Ну, значит, это типа, пардон, в заднепроходном отверстии застряло, вот бывает же запор, вот типа эту, как вот эта субстанция коричневая. Ты, дескать, такой. И все, и люди уже в следующий раз постерегутся какую-то очередную гадость писать. Можно же, вот, я, например, чтобы лицо не терять, сохранять лицо, как говорится, да, ой, это на Востоке, в Китае, что ли, где, в Японии говорят, сохранять лицо. Конечно, в другом смысле это там говорят, но здесь тоже немного подходит. Я стараюсь никогда как-то людей плашмя не бить. Можно поиронизировать, желательно как-то поделикатней. Умные люди поймут, а остальным не обязательно. Там еще что-то. Но не так наотмашь взять, бить. Вот что-то там. И вот эту поговорку я вспомнил, потом другую вспомнил поговорку. Я там, кажется, говорил в предыдущем видео, когда, значит, кто-то там, опять переведу буквально, кто-то по нужде сходил, и мне вдруг захотелось. Ну, всегда так. В семье большой, кто-то чего-то там захотел, как-то бывает, угоститься чем-то или еще что-то. Ну, масса всяких причин. И вот другой, не кстати, там влез тоже со своими хотелками. И мама, как правило, тоже отпускала в адрес этого, как у нас говорят, нетерпеливых людей. Забыл, к сожалению, тоже. Кашетчите кутем коза. Ну, а потом еще есть, сейчас вспомню, бумажку достану. Все, нашел вот. Кутинатиды говорили. Ну, чем-то занимается человек, потом бросает, не хочет там трудиться, что-то там поручают делать во дворе. Вот. Не говорят там же надо целую фразу какую-то приводить, а это коротко очень говорят, кутнатиды. Ну как вот сказать-то? Тиды это значит коснулось, кут это опять, сами поняли, пятая точка человека. Типа коснулось, ну, я не знаю. Вот у нас сидят, если на ветке, или, как сказать, среди зрителей есть татары. Пусть они объяснят. Вот в данном случае я признаю, что я здесь не мастак. Кто-то хочет блеснуть, в хорошем смысле блеснуть знанием, пусть объяснит по-русски, что это такое. Вот перевод. У нас, если буквально перевод сделаешь, непонятно, что это означает. В общем, надоело, когда человеку что-то, чем-то заниматься. Говорят, кутнатиды. И вот почему-то очень много завязано народных поговорок. Поэтому я думаю, что, ну, если бы я общеизвестные такие печатные поговорки приводил бы, часть из них народ бы знал, ибо они по жизни сталкивались с ними и в книгах читали, особенно жившие в Татарстане. Но нам не довелось, и вот тем более, когда ты не жил в Татарстане, все время мечтал, как ты думал, о, земляки, а когда в университете учился на журфаке, я думал, вот я поеду в Татарстан, буду с ребятами общаться, это мои же соплеменники. Вот, что, казалось, что-то со своими ребятами, соплеменниками, татарами, студентами общаться, это, наверное, до удовольствия. Оказалось совсем другое удовольствие, в кавычках удовольствие. Я как-то приводил момент из жизни в Екатеринбурге, когда вот прохожу там по Ленина, и возле кинотеатра «Октябрь», сейчас «Иллюзион», а с другой стороны почта, между ними находится продовольственный магазин. Выстоял длительную очередь, денег не жалко, но вот довольно продолжительное время в очереди выстоял и принес колбасы, а ребята ее унюхали из чемодана, половину сперли. Я уже неоднократно вспоминал это, записку оставили. У вас у татар делают обрезание, вот твоей колбасе мы его и сделали. Ну, во всяком случае, с юмором. Ну, а в аналогичной ситуации свои земляки, к сожалению, мало юмора проявляют. Ну,
шутку хотя бы, да. Я как-то читал, давненько запомнилось, журнал «Сатира и юмор Чаян», там написали: 5 минут смеха заменяет стакан сметаны. Так вот, эти ребята колбаски стащили, ну, думаю, сколько я там смеялся, не помню, но это время смеха, я думаю, заменило по калориям утраченную мной безвозвратно колбасу. А здесь нет. Какие-то консервы, помню, тогда дефицитные были, рыбные. Килька в томате, килька, как там, в масле каком-то, да. Но нет. Ездил я в Петербург. Мне, значит, сделали в деканате студенческий билет. Тогда годы позволяли выглядеть студентом. Чтобы я в русский музей везде не платил денег и с ними вместе. А, естественно, мне пединститут оплатил. Я же регулярно освещал жизнь института в газете. Пединститут мне оплатил перелет на самолете, проживание там и питание. Или как там было и питание вообще-то. Не помню, потому что я заходил на Невском проспекте, кажется, в кафе. Видел там у нас, значит, что вам скажу, 2 рубля 90 копеек. Мне уж, как, знаете, извините, как журналисту, которого знают, как-то в столовой дали, мне кажется, палку вареной колбасы, килограмм. Или палка была 2 рубля 80 копеек или 2,90. И вот я приезжаю в Питер, хочется кушать по питерской, по Невскому проспекту иду, захожу в кафе, там какая-то, значит, каша какая-то невзрачная, пшенная, что ли, немножко в тарелке, и небольшой этот отрезок колбасы вот этой вареной, который мне там в Татарстане достался там, вообще в столовой пединститута. Где-то, наверное, сантиметра 1,5, наверное, толщиной. А там она длиной, получается, колбаса сантиметр сколько, как бы не обмануться, 25, может быть, вот такой, да. И вот представьте себе, там я 2,80, 2,90 отдал, а тут за колбасу кусочек, вот это кружок колбасы и пшенную кашу на дне 8 рублей отдал. Ну вот тут бы смеяться, я не знаю, опять-таки, насколько мой смех компенсировал по калориям недостаток. Ну, в общем-то, как сказать, 8 рублей отдал, то ли 2,90 или 2,80 колбаса, 2,90, наверное, все-таки, да, поправит меня. И 8 рублей. Вот, ну и здесь вот вечером кто-то, я их привез, и в общежитии, кажется, их угощал нередко. И тут еще привез в Питер, доставал, а последнюю, как говорят, последнюю сигарету даже, говорят, никогда люди-то переворачивают, хозяин сигарет обычно, одну сигарету, и последняя сигарета, даже другие никто не стреляет. А тут привез, угощаю, а потом одну банку оставляю для себя уж. Прихожу я тогда в дворец Карл Маркс, что ли, был, встречаюсь с татарской диаспорой. Надо же. А один спер последнюю мою банку. Ну, я тогда вспомнил. Я говорю, вот, ребята были со мной, на журфаке учились, в одной комнате жили. Но они, если бы что-то, колбасу сперли, хотя бы с юмором это, а вы как-то без чувства юмора, это вот я простить не могу, отсутствие чувства юмора людей. На мой взгляд, чувство юмора и выручает человека в какой-то момент. Его там не так секут. Я, насколько помню, на планерках в редакции только собирается редактор ату сказать, образно говоря. Я что-то пошучу, и все засмеются. И вот весь пыл проходит у людей. Они уже как-то желания нет, как-то, или уже не звучит их это после смеха. Как-то только-только шеф, наш зав. Отделом, стала главным редактором. И, значит, на планерке она говорит, а я по привычке еще воспринимаю ее как ровнее себе, или себя ровнее ей. Ибо до этого был, помню, в соседнем отделе строительства, заведующий отделом, заходил и такие, знаете, какие-то скабрезные песенки пел. А там
тете Наде, которая, сами знаете, не дает, а комиссар уже снимает поезд там или что-то по аллеям теннисного парка с пионером гулял, давай и прочее, напевал. Ну, а видно потом, когда она стала руководителем, как-то это его шутки уже не проходили, и он все это почувствовал, сделал ноги в Москву. А я остался. И тут только у меня, как сказать, начал себя проявлять, как шутник. Сидим на планерке, она что-то скажет, а я пошучу, и все смеются. И смеются даже те, кто вроде бы за шефа, а шеф думает, что все против нее. И как-то встречает меня там на улице, как бы невзначай, и говорит: ты, пожалуйста, дескать, не смейся над моими высказываниями, я тебя меньше буду ругать. Я не знаю, я перестал шутить, но она, кажется, не перестала ругать. Помнится, был, конечно, за что. По средам там в киносети показывали фильмы, в киносети, и скажете, какое отношение имеет к нашей теме, там, поговорки всякие, да. Ну, я уж не хотел короткой делать. Кто не хочет, может дальше не смотреть, это его дело. Вот, и там в киносети 2 фильма до обеда и 2 фильма после обеда в среду показывали. Перед тем, как на киноэкран пускать, Горкиносеть. Ну, я очень любил фильмы, я же на киномеханике не случайно учился. Ходил и целый день, и меня не замечали. Я 2 фильма посмотрю, иду в редакцию в обед, там выходят люди, они даже не замечали первое время. И совсем иду обедать, а потом снова иду. И даже одного товарища по работе увлек туда, мы смотрим. И тут однажды сидим с моим другом, коллегой, и подходит секретарь-редактор и говорит: шеф имя называет, вас вызывает. Это, значит, как было, оказывается. У нас там ответственный, он не хотел, чтобы мне, вот как сказать, я хожу ведь туда, да, смотреть фильмы, и они что от меня ожидают? Раз я хожу бесплатно смотреть, то хотя бы в газете должен как-то анонс сделать фильмов, чтобы народ читал и шел на эти фильмы. Но отец-царь наотрез отказался. Я думаю, почему? Почему? Ведь у него была рубрика в кинотеатре «Россия». И он при прежнем редакторе регулярно там публиковал вот эти анонсы, значит, аннотации к фильму. Я в районной газете, когда в селе жил, киномехаником был, так я там рецензии пытался писать. Там, например, на фильм «Подранки», ну, актуальные, скажем, патриотические фильмы. А тут, значит, это... Какой там? Он ничего не давал. А у себя под рубрикой в кинотеатре «Россия» регулярно давал. Потом какое-то время прошло, оказывается, он просто там получал, как сказать, башляли его там. Вот поэтому он, и чтобы конкуренции не было, он мои не печатал. А директор киносети, конечно, обиделся. И со слов редактора, когда она, значит, разговаривала с ним где-то, сказала: материалов мало, не хватает, сотрудников. А тот сказал: а ваши, дескать, сотрудники у меня сидят, фильмы смотрят. Ну и послали. В то время я мог еще огрызаться. Я говорю: могу ходить. Нет, ты можешь ходить, но не рабочее время. Я еще удивляюсь, как это. Ну, потому что вчера вместе сидели в одном кабинете, чаи попивали. И, помнится, даже конфетка там, чай, нет у тебя конфетки, дескать. Однажды, помню, случай такой был. Коржик я купил в столовой там. А он, наверное, день-два пролежал. И как-то я передал коржик, она в ужасе там. Оказывается, таракан по нему бежит. Другой раз коржик или что-то, выпечку сладкую к чаю попросил, я ей конфетку или что-то дал, она зуб сломала. Так что вот, ну, вместе в кабинете сидели без обиды. А потом, когда один растет в профессиональном, или не в профессиональном плане, а в плане должности, конечно, хотя надо дать должное, этот зав. Отделом как-то постепенно выдавило, или сами ушли, или их ушли, сотрудников, с которыми она раньше работала. Там, скажу я вам, ребята были не совсем отвечавшие новым требованиям, потому что раньше вот как-то высказывались про двоих, тут сидели
Один зав. Отделом промышленности, другой зав. Отделом сельскохозяйства. И про их материалы на планерке сказали, что зав. Отделом промышленности пишет, значит, чугунными штампами, а этот зав. Отделом строительства железобетонными. Ну, а иначе как можно было, допустим, вот декабрь, ноябрь-декабрь, 2 месяца, ударный двухмесячник по стройке жилья, строительству. И он ездил 5-разовую газету, в каждый номер на первую страницу. Приходился писать каждый день. Представляете, до обеда человек бегает по стройке, после обеда сидит, пишет. Любой испишется. Я человек, представлявший другую тему. Если ходил, я старался как-то интересно репортаж писать. Не случайно на журфаке в конкурсе 2 раза получал 2-е места. Потому что я там всегда старался как-то живописно все это преподносить. Так, ну все. Я тут, конечно, для заманухи вам запустил в начале. Да, она убрала их, пришли вот эти, мы и меня ведущим журналистом сделала, потому что как-то сидели мы, разговаривали, она говорит, почему ты так скучно пишешь, ты так интересно рассказываешь. Я говорю, вот, ответ старый, меня по рукам бьет. Нельзя. Ну, она говорит, мне неси, я буду их сама смотреть. И все, и пошло. Все. Она мои материалы даже иногда позже не смотрела, даже только подписывала, не глядя, и все. Потому что если политик там нет. И таким образом я ведущий журналист стал. И тут посыпался человек года, лучший материал года. Не человек года, лучший материал года. Потом очерк там был, «Живи, родник». Потом, значит, журналист года. А потом «Золотое перо», редакционное издательство «Объединение журналистов Татарстана». И так далее. Ну, поперло, короче. У людей в начале 90-х были проблемы и в профессиональном плане, и в финансовом. А у меня, слава богу, этот период ознаменовался успехами. Хотя, допустим, на телевидении труднее было у них. Они даже талоны получали на продукты. А мы получали живые деньги. И мне персонально время от времени редактор повышал зарплату, чтобы только не ушел. Ну, а потом, когда я пошел в депутаты, конечно, это не... пошел-то из-за того, что там сцепились на собрании. И после этого пришлось идти в депутаты только ради того, чтобы меня не вышвырнули оттуда, как котенка. Депутатская неприкосновенность все-таки давала возможность. Там сидели вот в той стороне администрации города, там горсовет, и там с КамАЗа приходили иногда и просили разрешите снять с работы такого депутата. Я думал, они скажут, ладно. Нет, они, оказывается, и руководитель, там было из 50 человек, 42 руководителя крупных, и они все боялись, что завтра их снимут. А оказывается, они от депутатской неприкосновенности вот это использовали, чтобы их не поперли с этой работы. Ну, а я тоже вот. Хотя, если бы я ушел в другую газету, может быть, не потерялся. Но, знаете, у нас, говорят, шумара. Короче, человек, сидя на одном месте, тут уже опять поговорки пойдут наши. Не буду, в следующий раз уж тогда. На новом месте как-то сложнее. Здесь ты уже, как сказать, первый парень на деревне в родном селе, а там ты будешь 10-м. Все, удачи вам, спасибо за внимание. Если вас вот эта тема поговорок заинтересовала, я ради вас буду рыть носом землю и буду искать или вспоминать новые поговорки, чтобы каким-то образом порадовать вас. А пока всего доброго, до свидания.